Продолжаем. Вторая часть. Мордовский блок новостей. Новости за апрель-май. Василий Дмитриевич Гусляников. В продолжении темы мэров городов выяснилось, что в руководстве Рузаевки почти все высшие лица, как по моей информации, они состоят из представителей силовых органов. Как вы относитесь к тому, что вот во главе исполнительной ветви власти становятся представители силовых организаций правоохранительных? Я полагаю, глава Рузаевского района Кормилицын пришел из МЧС, поэтому тут МЧС трудно назвать силовой структурой. Но даже если бы он пришел из ФСБ или из полиции, в этом ничего страшного нет. На здоровье. Главное, все по делам. Если он справляется с работой, да, отлично. Поэтому генерал Кормильцин, который там главой работает, у него все получается. Более того, принято решение вроде бы там запустить стекольный завод, который опять создает хорошие рабочие места с хорошей зарплатой. Это надо все приветствовать. Поэтому в этом плане я полный демократ. Неважно, там назначили или выбрали, если человек справляется с работой, и к нему претензий нет, да на здоровье, хоть ты с Луны прилетел, хоть ты даже японец или инопланетянин, работаешь на должности руководителя района, и на здоровье. В том числе, если человек физик, он имеет право стать президентом республики. Ну, тут можно параллели всякие проводить. Если Рейган был актером и стал президентом крупнейшей державы США, по этому пути сейчас Зеленский пошел, тоже, собственно говоря, из, можно сказать, артистов. Тут ничего страшного. Главное, чтобы человек был устойчив в плане справедливости и законности. Это первое требование. Да, здесь нужно не по формальным признакам. Следующая новость. 14 марта на заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов в Москве было объявлено, что по итогам работы в 2018 году Мордовское управление службы судебных приставов из 83 территориальных органов на втором месте в России. Как вы оцениваете работу Мордовского отделения? Я лично могу сказать мое ощущение, что второе место для Республики Мордовия по работе судебных приставов – это профанация. Если мы на втором месте, тогда что же делают те, которые там в конце? Потому что как представитель, сам юрист и представители граждан, которые имеют исполнительные листы, которые годами не исполняются, поэтому проблема тут очень большая. Есть у меня большие сомнения. Ну, у них просто служба очень и работа трудна, поэтому народ оттуда бежит, много не задерживается, нагрузка большая, зарплата не очень большая. Поэтому при всякой возможности любой юрист пошел бы в прокуроры вместо того, чтобы идти в судебные приставы. Да, ну, возможно, здесь сработал тоже формальный показатель, что 1,5 миллиарда взыскали в бюджет, в том числе 0,5 миллиарда в бюджет республики. Возможно, это на уровне других республик оказалось на втором месте в России. Но я посмотрел интервью руководителя Мордовского. Такой интеллигентный человек, производит впечатление очень умного человека. Люди там запросто и умные могут, и все прочее. Я только говорю о том, что работы у них очень много. Я по себе скажу. Еще 25 лет назад я выиграл судебный иск у газеты «Наша правда» коммунистов, которая нехорошо писала обо мне, там, называя меня всяким проворовавшимся президентом и так далее. Я подал в суд, я выиграл судебное дело, но больше 25 лет, там, крошечные суммы так и не были взысканы. Поэтому у меня в этом плане вот такие претензии совершенно не обоснованы. Столица СС недавно опубликовала информацию о том, что по информации ее источников в скором времени ожидается, ну не факт, конечно, но ожидается слияние двух банков, КС банка и Мордовпромстройбанка. А вопрос такой, как вы вообще оцениваете качество банковской системы Мордовии? Как платежи через банки, там, кредиты, депозиты, или что, может, ваши знакомые говорят?
Ну, это уже не слухи, это уже реальность. Уже в прессе был напечатан несколько месяцев назад, что эти два банка сливаются, и на самом деле так. На здоровье. Они частные банки, акционерные. Как примут акционеры решение о слиянии? На здоровье. Как отразится это на людях? Да никак. Дело в том, что самое главное, чтобы государство здесь не преследовало свои интересы и не пыталось там присвоить банковские структуры одних там в пользу других и так далее. То есть это нормальная мировая практика, когда должно быть много банков разных и хороших. У них хорошо в последнее время все практически банки, которые работают, они обязаны быть застрахованными в ассоциации вкладчиков. То есть, если банк прогорает, агентство страхования, то выплачивает вкладчикам там до 1,5, по-моему, миллионов сейчас сумма, или до 1,4 миллиона. Да, где-то такое. Вот. Это самое главное, чтобы мелкий вкладчик не боялся. А крупный пусть рискует, пусть создает свой банк. Другое дело, что в последнее время очень многие руководители банков стали воровать сами у себя, то есть своруют миллиарды и за границу скрываются. Вот здесь, конечно, власть должна надзор за ними иметь более действенный, чтобы таких случаев не бывало. Но с другой стороны, я не понимаю, когда государство принимает решение о многомиллиардных вливаниях в частные банки для поддержания банковской системы. То есть расходуют наши общие деньги частным лицам. Когда дивиденды получать, значит они частные, а когда им вливание, то дайте им государственные деньги. Я считаю, что это неправильно. В апреле-мае выяснилось факты международной деятельности руководства республики, в том числе делали выставку такую, мне кажется, пропагандистскую, прославляющую искусство, великое искусство Северной Кореи. Потом общались с представителями Беларуси по поводу туристического обмена, чтобы привлекать сюда туристов из Беларуси. Потом Германия, вернее, германское предприятие Ремондис у нас, региональный оператор по твердым коммунальным отходам. Вот, а вы в целом как оцениваете эффективность международной политики Мордовии? Ну, я полагаю, говорить о политике Мордовии в масштабах мировой тут нет смысла, потому что она практически близка к нулю. То, что такая работа проводится, это надо приветствовать. Более того, чем больше будет туристов в Мордовии, чем больше будет из Мордовии выезжать в запредельные страны, тем лучше. Люди посмотрят, как там живут, приедут с этими предложениями сюда, в Мордовию, и будут налаживать лучшую жизнь в Мордовии. Это все надо приветствовать. Что касается корейской выставки, я сам был на ней. Замечательная выставка, замечательные произведения, я с удовольствием посмотрел. Корейцы – трудолюбивый народ, как все восточные, как китайцы, японцы, потому что сделать одно такое произведение искусства, я не побоюсь этого слова, на самом деле это надо очень много месяцев упорного труда. То есть замечательные произведения. И поэтому приветствую все эти выставки, взаимные обмены. То, что наши повезут там национальные костюмы мордовские, они тоже очень красивые. И за рубежом их будут с удовольствием смотреть, посещать. Более того, я думаю, что если и вывести за рубеж какие-то картины наших художников, которые выставлены у нас в музее Эрзи, с произведений самого Эрзи, то есть на эти выставки валом пойдет народ и из Европы, и из Азии, поэтому я думаю, это надо развивать и пропагандировать. Здесь я полностью поддерживаю властей. А если окунуться в историю, конечно, вы за 1,5 года на посту президента республики не успели там планы наметить. Но какие у вас тогда мысли были? Как развивать, привлекать иностранные инвестиции, сотрудничество с другими странами? Ну, честно говоря, была у меня одна поездка деловая по Волге, как раз недельная, где были потенциальные инвесторы, в том числе из-за рубежа, и были такие переговоры.
И участвовал я в одной из выставок в Харбине в Китае в 92 году, где было подписано несколько протоколов о намерениях по сотрудничеству. Ну, в первую очередь в области торговли, потому что китайцы народ трудолюбивый, они производят много и недорого, а тогда у нас в Мордовии не хватало много разных товаров. Вот. Но, к сожалению, время было недостаточно для того, чтобы все это реализовать. Но скажу, что сам лично я, например, побывав в Венеции в музее, правда, это уже было после того, когда я перестал быть президентом, мне понравилось демократизм в тех картинных галереях, в которых можно подойти к картине вплотную. Там нет такого варварства, как у нас, например, когда взяли какие-то там умалишенные, облили серной кислотой картины в Эрмитаже. А там можно прям подойти к картинам знаменитых художников Рафаэля там. И прям впритык, тем более, если человек близорукий, то посмотреть ему лучше без очков вблизи. То есть это замечательно в этом плане. И я говорю, такие выставки, они должны приветствоваться по обменам с разными странами, и нам есть что показать за пределами. Буквально вот недавно была ночь музеев, я с удовольствием прошел еще раз по музеям, посмотрел, и в одном из музеев хорошая была выставка берестяных изделий. Вот это, можно сказать, такое народное искусство, творение, это же надо суметь сделать такие произведения из бересты, которые, в общем, прям замечательные. Их можно выставлять смело за рубежом. 9 апреля пресс-конференцию провел военный комиссар Мордовии Игорь Валерьевич Тихомиров по поводу начала весеннего призыва граждан. И вот он говорит, что понятие дедовщины себя изжило. Неустанные отношения – явление настолько редкое, что мы практически с ним не сталкиваемся. Всего у нас в прошлом году альтернативную гражданскую службу предпочел 1 человек, призывник, в этом году 2 уже. Всего годность призывников Мордовии более 80% по итогам прошлого года. Призывников более 1000 человек, или около 1000, по разной информации. 53 призывника, 53 вместо срочной службы выбрали заключить контракт на 2 года. И тогда им предоставилась возможность выбирать, куда ехать. И сейчас в Мордовии около 600 уклонистов и тех, кого не удалось оповестить. А вопрос такой, как вы вообще к призывной армии относитесь? Отрицательно. Я давно выступал за то, что армия должна быть профессиональной. И во многих странах она нормальная, профессиональная армия, и у нас есть такая возможность. Но с другой стороны, если человек по призыву попадет в армию, конечно, с точки зрения мозговой активности, там мало что надо думать, за тебя командир думает. Но с другой стороны, для любого, который прошел по призыву службы, человек приучается к порядку. Это очень помогает в жизни, потому что я сам служил срочную службу далеко от Мордовии на Камчатке. Условия были очень жесткие. Зимой мороз минус 60, в казарме замерзала вода даже. То есть жесткие условия, но в то же время мы выполнили свой долг. Хотя и служил я за 20 рублей в месяц. У меня была должность прапорщика, начальника радиостанции. Это были хорошие деньги в СССР. Обычно получали там 3,80, там 4,80. Такие небольшие деньги. Но сейчас идет к тому, что у нас будет профессиональная армия. Она должна быть небольшой, по контракту. А то, что у нас бегунков много, это плохо. В соответствии с законом, если прописано «должен отслужить», значит надо служить. Если не хочешь служить, иди альтернативную службу. Тем более есть возможность. С другой стороны, что военкомат боится, что многие пойдут, тогда они не наберут эту 1000, наверное. Почему они начинают
опрашивать людей, которые готовы служить альтернативную воинскую службу, им ты подтверди свои именно взгляды, что ты не имеешь, можно сказать, убеждений держать в руках оружие и все прочее. Да это ни к чему все. Человек сам должен выбрать. То ли ему год служить по призыву, то ли 2 по альтернативной. Он должен выбрать без всяких там доказательств. Вот и все. Так и должно быть. Да, и ничем не менее полезно для общества вот работа на альтернативной Конечно, службе, конечно. чем охранять государство. Охранник это не значит, что охранник это намного более важная профессия, чем помогать лечить людей там или. А вот вы говорите, что бегунки есть, и это плохо. А если бы у вас были сыновья, вы бы их все равно посоветовали идти в армию? Ну, у меня внук пытался, он по зрению не прошел, а он сам рвался. И я думаю, ему бы это на пользу было, его бы к порядку приучило немножко. Потому что современная молодежь, она плывет во многом по течению. А если он прослужил в армии, то все-таки определенная польза от этого есть. Человек встраивается в ту систему, когда он в определенной степени должен подчиняться кому-то. А если он в армии не служил, то он никому не подчиняется. И часто и с родителями не может установить контакт, и жизнь идет наперекосяк. Но мое убеждение в том, что для пользы армии армия должна быть профессиональной. И такие люди у нас есть, которые желают получать свои 25-30 тысяч рублей в месяц. Потому что на воле найти такую работу не сразу найдешь. Поэтому многие идут по призыву служить. Но с другой стороны, я считаю, что внешняя политика у нас должна быть глубоко и сильно скорректирована. Нам не стоит лезть в очаги напряженности и не стоит создавать эти очаги напряженности. Нам достаточно охранять свои границы и разбираться у нас с самозащитой. Ведь армия у нас создана для того, чтобы обороняться, а не для того, чтобы там наступать. В том числе и служба внешней разведки и спецслужбы. Нет, спецслужбы, они везде должны быть. Внешняя разведка нужна, естественно, мы должны знать, что затевает там потенциальный противник, замышляет. Поэтому внешняя разведка, она везде и всегда должна быть. Но создавать очаги напряженности, даже они не должны, только наблюдать. Они не создают, мониторинг. их создают другие структуры. Поэтому я здесь думаю, надо принимать решения взвешенные. Да. Если ты сомневаешься в чем-то, проведи референдум. Я думаю, в том числе иногда и создают. Но последняя новость у нас международная. Мы берем пример для нашей республики из других стран. По поводу очага напряженности. Вот наш Владимир Александрович Зеленский, на которого все россияне, не все, несколько десятков миллионов россиян с интересом наблюдают за его действием, кто с интересом, кто с презрением, кто с ненавистью, кто с другими эмоциями, но равнодушно, неравнодушно к ним относится. Вот 20 мая в своей инаугурационной речи этот президент Украины новый обратился ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную, успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Привезите, пожалуйста, нам ваши знания, опыт и ментальные ценности. А вопрос такой, как вы считаете, те, кто родился в Мордовии и разъехался и по столицам, и по России, и в других странах, какие мы должны аргументы им привести для того, чтобы призвать их вернуться к нам на свою малую родину, чтобы повысить здесь население, и экономический рост, и улучшить и менталитет? Ну, Как во-первых, думаете? что касается Украины, я давно говорил о том, что Украина лет через 10, по моим оценкам, будет впереди России. Почему? Потому что на Украине работает демократия. Взять даже выборы там десятилетней давности, когда Ющенко, бывший президент Украины, на выборах занял только 4-е место. Это о чем говорит? О том, что на Украине выборы не профанация. Там избирают того президента, который нужен народу Украины. Сейчас народ проголосовал за Зеленского.
Я полностью солидарен с украинским народом. Я полностью поддерживаю действия нового президента Зеленского. И я желаю ему удачи. И более того, я верю в том, что ему все удастся. Вот это, конечно, речь, это был пропагандистский прием, потому что никто из украинцев не побежит в Украину. Там нет нормальных рабочих мест, там низкая зарплата. Поэтому те украинцы, которые хорошо осели в Канаде, а в Канаде их очень много, они так и останутся в Канаде. Другое дело, что у них, если есть на Украине родственники, они им пришлют канадские доллары свои, которые помогут выжить тем людям, которые на Украине получают копеечную зарплату. То, что на Украине и пенсии, и зарплаты меньше российских, это я знаю лично. У меня там живет подружка в Николаеве, с которой мы учились в школе вместе и в университете. Она часто приезжает и рассказывает, какова обстановка. Но я еще раз подчеркиваю, что мы можем позавидовать только демократии в Украине. Вся та пропаганда, которая по главным нашим телевизионным каналам идет в пику украинцам, это пропаганда. Украину надо поддержать, надо с ней налаживать отношения. Все вопросы в Украине решатся мирным путем, потому что 90% населения, правда по выборам там где-то 75 что ли за Зеленского было, я думаю, все понимают, что принятый закон о том, что запретить русский язык как второй государственный на Украине, это совершенно неправильно. Ведь язык и есть средство общения. И если на этом языке люди общаются между собой, не надо его запрещать, надо его развивать. Возьмите северные страны. В Финляндии там шведский язык является государственным, хотя на нем там говорит меньше 10%. Вот с кого надо брать пример. Так и здесь. По поводу взаимоотношений с Украиной надо налаживать, устанавливать прочные связи, и я верю, что мы придем к тому, что мы опять будем народами-братьями. Через лет 20? Я думаю, что раньше. Я думаю, лет 10. А по поводу жителей Мордовии? А что жители Мордовии? Жители Мордовии нация легка на подъем. Она разбросана по всей России, по всему СССР. Нужно ли возвращать? Я служил на Камчатке, и там мордва есть. В Приморском крае их очень много. И теща у меня родилась в Оренбургской области, где целые села мордвы. Я вообще считаю, что это вопрос он излишний. Надо будет, они сами приедут. Кому плохо на чужбине, приедет в Мордовию. Но с другой стороны, сейчас нигде по национальному признаку в России никого не притесняют. Поэтому я думаю, что вот именно движение по национальному признаку, оно отсутствует. Есть движение по материальному признаку. Если в Москве большая зарплата, и мордва, и русские из Саранска едут в Москву на заработки, и не только из Саранска, и из Челябинска даже едут в Москву на заработки, потому что там зарплата в 2 раза выше. И из Украины? И из Украины. То есть в этом плане тут экономику нужно развивать, да? Что? Экономику нужно развивать. Это в первую очередь. Поэтому оценивать любого губернатора надо в первую очередь по экономическому положению. Не потому, что у тебя там тихо и спокойно, как в болоте, а потому, как у тебя народ живет, как он считается, свое материальное благосостояние. К сожалению, вы озвучили те цифры, что мы в Приволжском федеральном округе сами себя оцениваем хуже всех. Там даже в России, из всех из 24 российских городов. Я понимаю, что тут может быть там статистическая погрешность, потому что те же там жители Курской или Тамбовской области, они там не лучше живут, чем мы. Да. Там такая же нищета, такая же безработица. Значит, пессимизм у нас в Саранске среди жителей. Мы хуже, чем мы в реальности живем, возможно. Я думаю, что все равно люди радуются тому, что у нас чистый город, красивые здания. Хотя бы в этом плане мы можем сказать, что в этом плане мы впереди России всей. А вот Порошенко, как его и не критиковали, даже справедливо, но
темпы у нее экономического роста 3,5%, а в России 1,5%. Да эти 1,5%, возможно, завышенные. Ну, и здесь, Укра- конечно, нашим экономистам непочатый край работы. Я думаю, для того, чтобы у нас процент был хотя бы на уровне среднемировых, Сыр не надо сжигать в санкционный. первую очередь, во-первых, надо развивать именно производство каким образом? Давать свободу по организации предприятий. Не каким-то образом там пытаться ошкурить тех, кто придет сюда с инициативой, а дать ему возможность развиваться. Он создаст рабочие места, которые будут хорошо зарабатывать, и в этом плане граждане Мордовии будут впереди. И надо в этом плане развивать. То есть в первую очередь экономику поднимать. Какие пути развития? Ну, об этом надо спросить людей более компетентных, чем я, поскольку я по образованию физик и юрист, но, к сожалению, не экономист. Но есть у нас экономисты, к которым надо прислушиваться. Они подскажут альтернативные пути развития, которые позволят сделать скачок. Василий Дмитриевич Гусляников комментировал новости за апрель-май из жизни Мордовии в программе «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». Спасибо вам большое и приятного отпуска. Спасибо.